2050 год. Якутск, Норильск, Анадырь и Салехард лежат в руинах. Дома в северных городах разрушены, но не боевыми действиями, а волной климатических изменений. Неутешительные прогнозы были сделаны группой зарубежных ученых. Исследования показали, что русская Арктика ежегодно нагревается приблизительно на 0,1 градуса. Прогнозируемое изменение климата будет способствовать повышению температуры вечной мерзлоты и уменьшению несущей способности замороженного грунта. Потепление климата специалисты действительно фиксируют. В последние годы в Якутии отмечается превышение нормы среднегодовых температур на 1,5–2 градуса. В начале апреля в Якутске даже был побит температурный рекорд 90-го года. Специалисты связывают это с прохождением над республикой теплых воздушных масс. Морозы связаны с антициклональным у нас характером погоды. Циклоны приносят, как правило, к нам снегопады, и температура всегда выше нормы. В первую очередь это касалось нашего северо-востока Якутии, где преобладали именно воздушные массы такого тихоокеанского происхождения. Повышение температуры воздуха сказывается на природных процессах, в том числе и на мерзлоте. Но якутские специалисты уверены в другом. Один из главных республиканских брендов разрушает не климатические скачки, а влияние человека. Практически каждый город создает вокруг себя особый микроклимат, когда в центре населенного пункта заметно теплее, чем на окраинах. В северных городах эта разница ощущается намного острее. Причем тепло растекается не только по поверхности, но и уходит вглубь мерзлоты на несколько метров. В Якутске отепляющий эффект усугубляется еще и высоким загрязнением почв. Токсичные элементы и загрязнители, они проникают, в общем, не только в сезоноталом слое, мощности у нас здесь около 2 метров, но и в многолетней мерзлой толще. То есть на глубину у нас в среднем, 6–8 метров, а в некоторых местах глубина, до 10 метров. Скопление различных стоков приводит к формированию таликов и криопегов. И второе явление намного опаснее первого. Водные растворы с высоким содержанием агрессивных химических элементов не замерзают при минус 3–5 градусах мерзлоты. Фактически дома не стоят на сваях, а буквально плавают в воде. Влияние человека на мерзлоту в Якутске можно увидеть практически под каждым многоэтажным домом. Из-за регулярных аварий на коммунальных сетях зимой в проветриваемое подполье выливается большое количество горячей воды. Как мы видим, под этим домом из-за ухудшения прочности грунтов пришлось проводить усиление свай по всему периметру. Дома на сваях начали строить в Якутске еще в 50-х годах 20 века. Тогда прочность мерзлоты ни у кого не вызывала сомнений. Мощные толщи замороженных грунтов были надежным основанием. Но сегодня из-за плотности застройки в городе уже не осталось хороших площадок для строительства. Орографическая особенность долины Туймады, она имеет малые уклоны. Общий уклон, конечно, проходит в сторону Лены. И когда не было, дорог, когда не было других сооружений, вода спокойно уходила и, не происходило никаких незаболачиваний и так далее. Из-за перекрытия естественных стоков сегодня город напоминает блюдце. Вся вода скапливается в центре, и это сказывается на состоянии жилых домов. В памяти горожан еще свежа ситуация на Ленина 27. Интенсивное развитие внутригрунтовых процессов привело к полному разрушению здания. Практически такая же ситуация сегодня на Ленина 42. Стены в подъездах украшены узорами различных трещин. Видно трещину, которая начинается в середине пролета, вот с лестницы совпадает. Она идет вот сюда и идет буквально на стену. То есть ширина раскрытия вначале незначительная, с увеличением высоты она, соответственно, увеличивается, выходит непосредственно на дверной проем. Ну вот она вот тут пошла и сюда наверх, и вон по тому углу пошла. Ну и на параллельной стене, соответственно, такая же диагональная трещина. Подтопление территории едва не погубило один из уникальных исторических объектов Якутска. Долгое время за шахтой Шергина, глубина которой 116 метров, никто не следил. Когда объект был полностью передан ученым, его состояние оказалось плачевным. Устьевая часть до практически 20 метров была полностью залита вот этими наплывами. То есть вот эти наплывы росли. Мы сделали главную работу. Сплошной стальной короб, очень герметичный, до глубины 2 метров, и таким образом мы сохраняем. Отсутствие надежных площадок для строительства заставляет инженеров искать пути сохранения мерзлоты. Сегодня под многими сооружениями применяются специальные охлаждающие установки. И как любой прибор, они нуждаются в регулярной проверке работоспособности. К сожалению, многие охладители брошены на произвол судьбы.
Любая система, вплоть до ракетоносителя, имеет способность, вернее, особенность выходить из строя по тем или другим причинам. Их надо вводить назад в режим. К сожалению, вот эта работа ограничивается по инженерной защите, ограничивается только на период строительства. Проблема разрушения мерзлоты сегодня действительно достигла угрожающих масштабов. Для Якутии, вся территория которой находится в зоне вечно мерзлых грунтов, эта проблема особенно актуальна. Сегодня парламентарии республики разрабатывают законопроект о сохранении вечной мерзлоты. У нас есть два варианта решения этой проблемы. Первый – это разработка республиканского закона о защите и использовании вечной мерзлоты. И второй вариант, значит, разработка проекта федерального закона, с чем мы вышли на профильный комитет Государственной Думы. Но пока разрабатывается законопроект, ученые предлагают свои варианты. Одним из них могут стать высокие проветриваемые подполья. Пространство под домами в 4-5 метров высотой позволяют сделать доступными для ремонта коммуникации и обеспечить наилучшую циркуляцию воздуха для промерзания грунтов. В этом криогенном хранилище находится более 20 тысяч семян бобовых, собранных со всего мира. За их сохранность отвечает многолетняя мерзлота, постоянная температура которой минус 8 градусов Цельсия. Но если человечество не будет грамотно заботиться о самом большом природном холодильнике, потомки могут не увидеть даже эту уникальную коллекцию. Анна Лебединская, Максим Бурцев, Вести, Якутск.